1837 году внук Аблайхана Кенисары Касымов стал предводителем одного из самых крупных восстаний казахов против российской имперской власти. Восстание длилось почти 10 лет и охватило все 3 казахских жуза. Именно об этих трагических событиях мы и расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Причины восстания Кенисары Касымова историки склонны усматривать в административно-территориальной реформе. Дело в том, что в 20-х годах 19 века в младшем и среднем жузах была предпринята очередная попытка ликвидации ханской власти. Кроме того, российские власти решили привести к общему знаменателю и систему управления краем, сделав ее более похожей на ту, которая действовала в целом в империи. Для осуществления задуманного в казахских степях появились приказы, органы центрального государственного управления. Изначально султан Касым, отец Кенисары, старался решить возникшие проблемы мирным путем. Он буквально завалил своими требованиями западно-сибирскую администрацию. Касым требовал вывести войска, которые в полном смысле терроризировали местное население, с казахских территорий и упразднить ненавистные приказы. Но к обращениям султана не прислушались. Напротив, набеги казачьих войск стали учащаться. В ответ казахи вынуждены были начать активное сопротивление, причем с оружием в руках. Изначально восставшими командовал Саржан, сын Касыма и брат Кенисары. Но после того, как в 1826 году во время штурма Каркаралинского приказа Саржана постигла неудача, он был вынужден начать передислокацию и заняться поиском надежного союзника в деле борьбы с российской властью. По мнению Саржана, таким союзником мог стать глава Каканского ханства. Но он ошибся в выборе товарища по борьбе. И ошибка эта стоила Саржану и его братьям Ержану и Сингильды жизни. Случилось это в 1836 году. Вот тогда упавшее было знамя восстания и подобрал Кенисары Касымов. Ученые отмечают, что именно Кенисары стал тем человеком, благодаря которому восстание объединило практически всех казахов. Требования Кенисары Касымова по большому счету были невыполнимы для Петербурга, который к тому времени считал казахскую степь собственной территорией. А требования были действительно серьезные. Так, Касымов настаивал на ликвидации приказов, восстановлении территориальной целостности, той, которую казахи помнили еще со времен Аблайхана. Ну и, наконец, пожалуй, главным пунктом было создание на территории Казахстана самостоятельного государства. Восстание, которым руководил непосредственно Кенисары Касымов, началось летом 1837 года. К вдохновителям мятежа в скором времени примкнули все казахские жузы. Уже весной следующего года начались активные боевые действия. Изначально атаке подвергся Акмолинский приказ, который был сожжен. Впрочем, непосредственных столкновений с регулярными частями российской армии Кенисары избегал, исповедуя тактику партизанской войны. Для борьбы с Касымовым российские власти отправляли небольшие казачьи отряды, которые не могли окончательно разбить восставших, вымещая свой гнев на простых людях. В результате разоренные аулы переходили на сторону восставших. Впрочем, неправильно было бы говорить о том, что Кенисары боролся лишь против политики официального Петербурга. В своем стремлении защитить казахский народ Касымов сражался и с Каканским ханством. Впрочем, не забывал он вести и государственные дела. Под его руководством проходило формирование вооруженных сил, развивалась налоговая и судебная системы, велась внешнеполитическая работа, развивалось земледелие и торговля. Понимая, что небольшими казачьими отрядами восстание Кенисары Касымова не подавить, российские власти бросают в бой регулярную армию. К 1843 году борьба обостряется. Кроме того, на помощь имперской власти приходят казахи из числа тех, кто ранее согласился сотрудничать с российской администрацией. Борьба становится все более и более ожесточенной. Несмотря на то, что под руководством Кенисары Касымова находилось почти 20 тысяч человек, под ударами регулярных частей российской армии он вынужден отступить в места кочевий старшего жуза. Но нарастающее давление со стороны имперских войск принуждает Кенисары вступить на территорию кыргызов. В 1847 году Касымов потребовал от них полного подчинения, на что получил суровый отказ. Объединившиеся кыргызы разбили войска Кенисары в конце апреля 1847 года. Сам лидер казахских повстанцев был пленен и казнен. Восстание, продлившееся почти 10 лет, было окончено. Вот так сложилась жизнь великого казахского борца за независимость Кенисары Касымова. Но со смертью Кенисары народно-освободительная борьба не закончилась. О том, какие еще батыры дерзнули бросить вызов Российской империи, мы обязательно расскажем тебе в следующих программах. Это был тележурнал «Наша история». До встречи!